это... Добрый вечер. У нас в гостях сегодня известный политолог, автор афоризмов, которые он называет хадисами, и профессор Славянского университета Мурат Сүйінбаев. Добрый вечер, спасибо, что пришли к нам в студию. Вот вчера, 5 мая, Кыргызстан отметил День Конституции. Как вы к этой Конституции относитесь? И многие сейчас говорят, что ее надо еще раз менять. Ну, я, наверное, соглашусь, что, может быть, менять надо, потому что вот нынешняя действующая Конституция показала, что вот в процессе своего существования, что есть определенные прорехи, которые достаточно такие вот досадные. Ну, это, наверное, определяется тем, что принималось, разрабатывалось и принималось довольно-таки наспех. Но с другой стороны, посмотреть, вот за 26 лет у нас 9 конституций. Получается, в среднем одна конституция просуществовала меньше 3 лет. Ну, это примерно как у людей влюбленных существует от 1,5 до 3 лет. Так что здесь все нормально. Очевидно, хадис. Ну вот, если 9 конституций выпустить, то будет полное собрание конституции. Но надо еще, можно еще выпустить двухтомник, избранное. Ну, интересно листать, какая была Конституция в 93-м, потом в 96-м, там, в 2007-м. Так, хорошее чтиво было бы. Ну, я думаю, перед сном не помешает. Потому что, юридический язык, который писан, скажем так, не очень увлекателен. Может быть, для юристов, может, увлекательно. Но так, я думаю, может быть, чуть более увлекательно, чем «Капитал Маркса». Ну вот она, почему ее надо менять? Она прям так мешает кому-то? Или без нее прямо люди не могут жить, не могут работать? Политики, скажем, или там рядовые граждане могут, наверное, да? Не обращаясь к Конституции, там, не сообразуя свои действия с этой Конституцией и так далее. Например, вот мы имеем Конституцию, и до сих пор непонятно все-таки, какая мы страна, президентская или парламентская. А это очень важно? Важно, конечно. Важно, да? Ну вот 1,5 года назад, когда был президент избран новый, там, премьер-министр начал тянуть это дело на себя, ссылаясь на Конституцию. Да, это достаточно рискованная вещь. Ну, в пределе она может перерасти в гражданскую войну. Это разве не важно? Эта Конституция, в принципе, может допустить возникновение гражданской войны. Но это в самом худшем, да. Такого не должно быть. Действительно, премьер-министр Сапар Исаков тогда был, да, он вел себя как первое лицо. Да. Как первое лицо. И почему у него не получилось тогда? Это уже другой разговор. Мне как-то не очень интересует. Не получилось, и слава богу. Вот есть еще одна страна, в которой президентская парламентская конституция, это Франция. Да. И она существовала, у него несколько раз были довольно рискованные ситуации, потому что президентская парламентская конституция, по сути дела, это как 2 конституции. В одном случае, когда у президента есть большинство в парламенте, это как бы одна конституция, а когда нет большинства в парламенте, это как бы другая конституция. По факту я имею в виду ситуацию, расклад власти. Я думаю, это когда Конституция допускает такие, хотя бы даже теоретически, такие рискованные ситуации, это не очень хорошо. Но Франция как-то справляется. Тем не менее, кризисы были, и, все-таки история, так сказать, современных политической системы Франции, она имеет намного более давнюю историю, чем у нас. Поэтому, я так думаю, у них рисков меньше, но тем не менее были. Когда противостояние президента и премьер-министра. Потому что если у премьер-министра за спиной большинство в парламенте, вот оно, двоевластие. Они могут. Да, это возникает как двоевластие. А президент избирается всенародно, и он считает себя не менее легитимным, чем парламент. Подобное противостояние, только уже президента и спикера в 1992 году или 1993 привело к стрельбе из танков в Госдуме. Да. Расстрел-то, да, вот пожалуйста.
Я думаю, даже вот такие гипотетические слабые риски, они недопустимы в таких делах. Значит, Кыргызстану надо поменять, сделать Я либо... не знаю, поменять или что, ну как-то должно быть. Вот я не знаю, что это, либо там это конституционная палата. Кстати, она отсутствует, как бы нормальный конституционный суд. То есть, раз допускаются такие толкования, вот премьер-министр решил, что вот он первое лицо страны, то это уже что-то нехорошо. Ну, его к этому вели. Ну, тем не менее, не должно быть такой ситуации. Вот отсюда вытекает другой вопрос. Его вели к этому, его на это настраивали, и ему это внушали, что ты будешь первым. Ну, наверное, на «ты» могли обращаться к нему предыдущий президент. И вот некоторая активность экс-президента, как вам понравилось? В последнее время он несколько раз выступил очень жестко, там 17 марта, потом 24 марта, потом 6 апреля, 7 апреля. И такая вот нагнеталась обстановка. Мне кажется, какой бы ни была активность президента, ему свой имидж уже не улучшить. Но вот эта его активность, она ухудшает имидж действующего президента. И дело не лично в нем, а в том, что через это она ухудшает имидж страны в целом. Я думаю, вот два варианта с точки зрения предыдущего президента. Если нынешний президент хороший, то тогда его активность, ну, ухудшает имидж самого Атамбаева. А если, допустим, действующий президент плохой, ну, тогда опять же, кто виноват? Виноват все-таки опять-таки Атамбаев. Поэтому в любом случае, как сказать, Атамбаев здесь не является правой стороной. Поэтому, если он перестанет эту активность продолжать, то имидж его не улучшен, то, по крайней мере, имидж действующего президента и страны улучшится. Поэтому, мне кажется, отсюда вывод, что лучше все-таки это дело прекратить. Да и потом уже люди устали от этого. Ну, честно говоря, просто надоело. Надоело. А вот если бы приехал, как раз в этот момент намечался приезд Бабанова в Кыргызстан, такой разрекламированный приезд, это могло повлиять, если бы он приехал, на ситуацию? Честно говоря, мне кажется, не очень. Лично вот по моим ощущениям, я не знаю, конечно, я не могу говорить за всех, у каждого же там свои, если какие-то его соратники, там, родственники, земляки, возможно, у них там другое представление. Ну и, возможно, и Атамбаева там были надежды каким-то образом переломить эту ситуацию. Он думал, что это может быть как роль козырного туза сыграет. Ну, я думаю, вряд ли. Ну, как говорится, как говорил Владимир Ильич, надежда умирает последней. Владимир Ильич это говорил. Вот на прошлой неделе в Кыргызстане были два совещания военных министров организации ШОС и организации ОДКБ. И совпало так, раз министр едет российский сюда, то как бы вот в качестве помощи, безвозмездной помощи, он привез с собой два вертолета и 9 машин. Почему 9, а не 10, или не 15, или 5? 9 на Востоке сакральное число. Сакральное? Да. 9. Потом он, подарок, почему он ехал на день рождения города. Ага. А на день рождения надо сакрально дарить, да? 9. А в сумме 11, получается, 2 вертолета. Как-то 11 это какое число? 11 лет это цикл солнечных колебаний, солнечных пятен. Так что здесь все продумано. Ну вот статус теперь российской базы какой сейчас? Получается, вот смотрите, Шойгу, когда выступал, в Канте он выступал, когда передавали эту технику, что эта база является компонентом коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ. Он так сказал. А до того она так создавалась в 2003 году, да? Когда она создавалась как авиакомпонент вот этих коллективных сил. Потом были же другие договора, и эта база в Канте стала частью объединенной российской базы, куда входят все эти
учреждений, назовем их так, в Чалдаваре, в Койсары, там, в других местах, да? Она теперь чья база? ОДКБ или России? Я думаю, здесь все дело в карме. Дело в том, что надо вспомнить, так сказать, гороскоп, как создавался авиабаза в Канте. Что она создавалась как противовес авиабазе в Манасе. При рождении, да? Авиабаза Манасе. Авиабаза Манас то же самое. Вроде бы то ли это база антитеррористической коалиции, то ли это американская база. Вот это... Одинаковые кармы. Да, вот это вот, я думаю, кармическое совпадение. Интересно. А в каком состоянии кыргызская армия вообще? Вот, Ну, я, прежде чем по кыргызской армии, хотел немножко вот про Шанхайскую организацию сотрудничества ОДКБ. Я думаю, это тоже знаменательно, что они прошли почти одновременно. Знаменательно с какой точки зрения? Вот ШОС упорно говорит, что вот мы не являемся военно-политической организацией. Вот встречается министр обороны, проводятся регулярно военные учения. Вот. Ну, это вот такие некоторые изыски терминологии и так далее. Я ничего не имею против того, чтобы ШОС была военно-политической организацией, но она скромничает, не хочет быть военно-политической. Ну, ШОС создавался как организация для обеспечения безопасности вдоль китайских границ. С Россией, с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном. 4 было страны, да? Потом Узбекистан добавился, и сейчас уже там Пакистан и другие страны. Тем не менее, ШОС сейчас чем только не занимается. И миграцией занимается, и делами молодежи. Вот, занимается делами, так сказать, и культурного сотрудничества. Вот если делами молодежи занимается, ну, тогда логически следствие должно, надо заниматься делами пенсионеров тоже. Потому что иначе дискриминация получается. Тем не менее, вот вам, может быть, смешно будет, но вот ШОС занимается всем этим делом. Это очень интересно. Очень интересно, я бы сказал, крайне интересно. Другие организации тоже занимаются вопросами молодежи? Я не слышал, чтобы НАТО занималось там молодежами, пенсионерами и культурой. НАТО не занимается, да? Так Интересно. что, вот мы состоим в очень любопытной организации, я бы сказал. Которая меняется, это как истребитель с меняющейся конфигурацией крыла. Да, это примерно так, да. Ну, а кыргызская армия, состояние кыргызской армии, если мы... Ну, вот эксперты говорят, в частности, полковник Бейшин сказал, что обеспечен на 40-50%. Но я так, насколько знаю, такая ситуация не первый год, и я думаю, это не последний год. Ну, есть такая пословица: по одежке протягивай ножки. Но если одежка упорно короткая, зачем протягивать так сильно далеко ноги? Вот у нас армия там 11-12 тысяч человек. Население у нас 6 миллионов человек. В Таджикистане, насколько я знаю, армия 7 тысяч человек, а население 8 миллионов. Но если у нас на 50% обеспечение идет, то почему бы не сделать армию 5,5 тысяч человек? Тогда бы денег, может быть, хватило бы. У Узбекистана какая численность армии? Но дело вот в чем. Проблема-то заключается в том, что если говорить про чисто сухопутные войска, там, а других у нас, по сути дела, и нет, то наша армия не может асимметрично противостоять никакой другой армии, которая нас окружает. В регионе. Да, ну вот я не знаю, как-то сейчас произошла реформа округов Китая. Ну вот раньше был Ланчжоуский военный округ, которым мы соседи, там 220 тысяч. Это во сколько раз? Да. В 11 раз. Вот, ну пусть даже будет это 11-12 тысяч обеспечены на 100%. Но все равно у Казахстана 40-50 тысяч, у Узбекистана там по разным оценкам там, от 80 до 100 тысяч. Ну и что это принципиально меняет? А потом все-таки безопасность обеспечивается не только чисто военными силами, но и политическими. Вот, кстати, членство в ШОС и ОДКБ. Да. Вот, я думаю, с точки зрения это вот такой вот прямой военной угрозы, это более важный компонент, типа военно-политический, чем, собственно, вооруженные силы.
А особенно вооруженные силы должны быть заточены на то, чтобы противостоять каким-то бандформированиям. Вот. Из-за того, что наша армия увлеклась там, войнами прошлого века, как говорится, генерал готовится к прошедшим войнам. Да. Вот. Она оказалась не готова во время Баткенских событий. Ну, там говорят, там, по разным оценкам от 200 до 500 боевиков вошло. По-моему, меньше. Ну, я и говорю, максимальная оценка. Я тоже думаю, что, скорее всего, порядка 200. Ну, что вот эти 12 тысяч человек, армия, 12 тысяч солдат, оказались недееспособными. Но Потому что они готовились к другой войне. В конце концов, все-таки победили их. Там собралась толпа генералов, там и... Один из них попал в плен. Да, один из них героически попал в плен. А толпа генералов у нас вот вводился такой генерал, который имел звание генерала армии. Это 4-звездный генерал. Хотя я считаю, что, например, наша... Есен Топоев? Да. Хотя я считаю, что красная цена министру обороны Кыргызстана – это полковник. Потому что высшее звание не может быть в единственном числе, вот как маршала звание. Да? То есть это высшее звание должны иметь там 10-15 человек минимум. Вот 15 полковников. Полковник может командовать бригадой 4-5 тысяч человек. То есть 15 на 5 – 75 тысяч. То есть вполне хватает звания полковника. Зачем разводить звание генерала армии? А потом говорить, что не хватает денег. Генералов-полковников сколько в Кыргызстане? Ну, я думаю, где-то, точно не знаю, но где-то 4-5 есть, по-моему. Ну вот в каком состоянии армия, что ей все время приходится просить помощи? Вертолеты, вот эти разведывательные эти машины, которые Шойгу привез. Ну, во-первых, вот само по себе слово, что просить помощи, армия не должна просить помощи, она должна оказывать помощь. В первую очередь. Да, Вот, поэтому, если она сама нуждается в защите, какие же это защитники Отечества тогда получают? Это говорит о том, что военная доктрина не соответствует нынешним реалиям. Она когда была принята? Я не знаю, когда она была принята, я уже не помню. Ну, я просто говорю, раз текущее положение дела показывает, что эта доктрина, наверное, готовила армию к прошедшим войнам. Ну вот не хватает вертолетов, не хватает машин, и в то же время мы то ли продаем, то ли даем в аренду эти вертолеты каким-то африканским странам. Почему? Ну, здесь претензии не ко мне, если это Не, происходит. ну, я не претензии, а вот просто спрашиваю, почему так получается? А то мне как-то неудобно даже, я чувствую свою личную ответственность за то, что такое происходит. Но если говорить серьезно, ну, даже вот, привез Шойгу 2 вертолета. Ну, добавились они к тем 1,5 вертолетам, которые у нас были. Принципиально ситуацию это не меняет, потому что боевая, 100% возрастает. вот такая тактическая единица, это эскадрилья, это 18 вертолетов должно быть. У нас нет эскадрильи. Ну, вот как, например, у нас, например, в сухопутных войсках имеется там дивизия. Штатное расписание дивизии полное, это равно численности наших вооруженных сил примерно. Вот зачем вот так? У нас еще есть южная группировка войск. Да, есть еще бригады, полки, батальоны. Вот это вот несуразица как раз и говорит о том, что нормальной военной доктрины нет. А то, что у нас генштаб. Я, честно, для меня большая загадка, зачем это было сделано. Никто, и, кстати, это тоже неправильно, никто не потрудился внятно объяснить, что и зачем это происходит. Я не совсем понимаю, вот, например, случись что, кому должны подчиняться вооруженные силы. Министру обороны или Начальнику Генштаба или, может быть, там президенту. Госкомитет он называется. А может быть, премьер-министру. Вот, кстати, еще одно прореха в Конституции, что вот, потому что первое лицо, он же как бы главнокомандующий. Должен быть. Да. А это президент. Но Текебаев это объяснял, почему этот генштаб создали.
Но это должен объяснять не Текебаев, это должны внятно объяснять военные. Да. Он говорил, Потому что я разговаривал с некоторыми военными, они тоже терялись в догадках, это ненормально. во всех странах начальник Генштаба – это обычно первый заместитель министра обороны, правильно? Ну, в разных странах по-разному. В разных странах то просто вот на Западе министр обороны – это просто политик. Да. Он не военный, как правило. Он чем занимается? Он занимается там, принятием законов, изменением законов, там, какие-то финансовым обеспечением армии, призывом, так сказать, и, скажем, какого возраста должны призываться, кто имеет льготу, там, отсрочку или и так далее. То есть вот такие вот вещи, то, чем обычно занимаются политики. А начальник Генштаба это есть самый главный, собственно, военный. Ну вот еще одна вещь, которая взбудоражила общество на прошлой неделе, ну мы как-то вот итоги как будто бы подводим, да, последних событий, это было с ураном связанное. Вы сами геолог по образованию, да? Вот насколько это было оправдано, такой ажиотаж и вовлечение туда первых лиц государства? Во-первых, судя по активности естественной или искусственной, скажем так, да, получается так, что у нас добыча любых полезных ископаемых вот, наносит страшный вред окружающей среде. А в других странах не наносит, получается. Ну, у нас наносит, действительно. Потому что не выполняются те правила. Вот возьмите Кунтер. Что с ледниками случилось? Ну, во-первых, я не встречал внятного и убедительных обоснований, что там действительно нанесен какой-то недопустимый вред. Во-первых, ну, скажем, вот автомобили есть, они загрязняют окружающую среду, под ними люди гибнут. Ну, давайте запретим автомобили. Жить тоже вредно, а жизнь умирает. Давайте жить запретим. Вы понимаете, это вот логика какая-то извращенная. Есть официальный документ, который называется ОВОЗ, оценка воздействия на окружающую среду. Там просто установлены пределы воздействия. То есть думать, что можно добывать полезные ископаемые и вообще не наносить какого вреда, это просто нереалистично. Просто должно быть соответствие вот этому документу ОВОЗ. И все. Если соответствует, все нормально. Проблемы должны... А тут еще никто, и я в том числе, не видели ОВОЗ по этому козлому полу. Я более чем уверен, что и партия «Зеленых» тоже не видела и, наверное, даже не интересовалась. А может быть, даже и не подозревает о существовании такого документа. И вдруг начинается шум, гам. Потом данная ситуация мне немножко, я думаю, неправильно. Правительство или вообще руководство, оно должно действовать как единый механизм. У нас получается, и независимо от того, в какое время, у нас получается в этом правительстве один кто-то там 10 лет дает лицензию, потом появляется какой-то другой министр, и говорит, нет, разработки не должно быть, а потом еще и в это дело вмешивается и парламент, и президент, и противоречит тому, что правительство дало лицензию когда-то. А если она неправильно была дана? Я сейчас не буду говорить, что правильно, но на самом деле правительство, получается, находится в каком-то режиме ручного управления. Это представьте себе, вы пришли в банкомат, это вот как давно в государстве, сунули карточку, она стала там, механизм стал работать, чтобы выдать тебе деньги. А потом раз премьер-министр или министр вмешался, сказал, нет, не выдавать деньги. Как это так? Вот правительство должно быть вот таким вот. Ты получил лицензию, ты автоматически можешь и должен начать разработку полезных ископаемых. Но там была лицензия на разведку. Там как? Понимаете, если не предполагается, что это ископаемое будет добываться, то лицензия на разведку не выдается. А вы можете себе представить, что вот вы бизнесмен заплатили деньги на разведку, удовлетворили свое любопытство и довольно ушли? Не, ну если такая задача дана,
разведать и все. Мы Нет просто такого, хотим нет, знать, такого не есть бывает. там Нет. сколько... Разведка – это начальная стадия, которая… Разработки. Да, да. Но потом вот все эти шум, крик про уран. Существуют методики добычи урана, которые практически никакого вреда не наносят. Это вот подземное выщелачивание, например. Бурится скважина, туда закачивается раствор, который выщелачивает. Никакой пыльничной. Из этого раствора извлекается уран, а потом это раствор определенным образом утилизируется. Теперь, в отношении, я не знаю точных цифр, но у меня, я думаю, я не сильно ошибусь, если скажу, что в этом месторождении урана содержится меньше, чем его растворено в озере Иссык-Куль. А сколько в озере Иссык-Куль растворено урана? Я встречал цифры, что в озере Иссык-Куль растворено 140 тысяч тонн урана. Ну, ванна озера настолько колоссальная, там триллионы тонн воды, что концентрация урана, она близка, я бы сказал, к лечебной. Вот говорят, да, яд, это зависит только от концентрации. Вот всем известно, что если ты покупаешь озеро Иссык-Куль, у тебя какие-то раны, язвы заживают лучше, правильно? Может быть, это благотворное влияние гомеопатических доз урана. Ну, да, Я к действительно. тому, что вот ссылаюсь, что там вот японцы приезжают, там ужас и так далее. Нету единых норм радиоактивности. Потому что она 60 микрорентген в час плюс естественный фон. Просто у японцев естественный радиационный фон ниже. Много ниже. Я вот работал когда-то вот в районе Минкуша, там, где тоже есть урановый. И вот мне рассказали такую, местные жители сами, такой вот рассказ, что местные жители, русские этнические, они решили переехать в Россию и, уезжая, взяли с собой полмешка радиоактивных отходов. Что понимая, что резкое изменение радиоактивного фона – это вредно для здоровья. Как в сторону повышения, так и в сторону понижения. Для здоровья они захватили Да. с собой, да? Да. Вот представьте, это, например, Чукча решил переехать в Сахару и взял с собой кусок льда, чтобы не так резко изменилась температура. Вот примерно то же самое. Интересно. Но то, что близость к этого Кызыломпола к Иссык-Кулю самому, и то, что там будут копаться карьеры, уже выкопаны некоторые карьеры, 25 метров, Ну, говорят. вы знаете, я не знаю, честно говоря, ну, надо же здесь подходить с точки зрения презумпции невиновности. Для чего карьеруется, откуда мы знаем? Может быть, это просто вскрышные работы. Для чего? А дальше, может быть, просто будет буриться скважина. Ну, к примеру, решить. Понимаете, и вот само по себе вырыли карьер, я в этом не вижу ничего вредоносного, тем более преступного. Откуда мы знаем, для чего карьер? Ну, хорошо, вот все-таки какие-то отходы все равно будут. А у нас проблема именно с отходами в Ну Кыргызстане. и, извиняюсь за нескромность, но и человек тоже производит отходы. Ну, давайте уберем его тогда. Но вот они все-таки радиоактивные могут быть, эти отходы, и их хотели закапывать где-то здесь около Карабалты, село Мраморное. Такие вещи Ну, тоже правильно, там публиковались. есть полигон радиоактивных отходов, там и так. То есть площадь, это чем новый создавать полигон, это все абсолютно правильно и грамотно. То есть там и так уже есть место, отведенное для этого. Опять же, ничего нехорошего, тем более преступного я в этом не вижу. Но потом-то они наносят вред, эти отходы. Народ и вообще правительство не знают, как с ними совладать, как их нейтрализовать. Если они будут отвезены на этот полигон отходов, там людям делать нечего, там отгорожено и так далее. И вот этот альфа, бета, гамма излучение не действует там на не то, что там десятки километров, даже на сотни метров не действует. То есть я ходил по этим полигонам радиоактивных отходов. Я могу сказать, что там можно заболеть, но если ты там на этом полигоне будешь несколько дней спать с утра до вечера, может быть, ты заболеешь. Если ты просто даже по ним прошел, ничего с тобой не случится. Там не только радиация, но и сами вот эти хвосты там ядовитые, наверное.
во всех этих? Еще раз говорю, это называется полигон. Там людям делать нечего. Это отгороженная территория. И, ну, давайте так, вы залезете в ядерный реактор и скажете, вот моему здоровью нанесен вред. А кто вас туда просил залазить-то? Ну, у нас, говорят, уже и время подошло, но фактически правительство решило, и даже парламент дал поручение правительству, чтобы вообще никакие У меня разработки... тогда такой вопрос. А подумало ли правительство о том, как это повлияет на инвестиционный климат? Вот что подумают инвесторы? Промышленность вообще. Да. Вот, что вот я приду, чем подобным заниматься, а потом в любой момент правительство скажет, вот, скажем, вот молочный завод наносит ужасающий вред окружающей среде, давайте его закроем. А инвестор там вложит уже несколько миллионов долларов. Ну, спасибо вам большое. Уже и время подошло к концу. У нас в гостях был профессор Славянского университета, известный политолог и геолог Мурат В одной из Сюйнбаев. прошлой жизни. Мурат Сюйнбаев, спасибо вам большое. До свидания.